Возведение корпуса велось в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Учреждение оснащено всем необходимым, в том числе мебелью, 2 лифтами, телевизорами, компьютерами, медицинским оборудованием для физиотерапии. Есть кабинеты ЛФК, терапевта, кардиолога, психотерапевта и нефропатолога. 2 бассейна, деревянные бочки для сауны. В течение недели планируется завершение работ по озеленению территории, асфальтированию дорожек и тротуаров, в то время как освещение, установка скамеек и урн уже выполнены. Официальное открытие здания планируется в мае текущего года. Также премьер-министр проверил подготовку к росту уровня воды в реках. Около 6 тысяч жителей различных районов Ингушетии удастся обезопасить от весенних половодий в результате проведенных берегоукрепительных работ. К паводкоопасным зонам в регионе относятся Карабулак, Исунжа, Троицкая, Сурхахи, Барсуки, село Тамаряне Джейрахского района. В зоне риска 7 участков автомобильных дорог и 6 автомобильных мостов. По поручению главы Ингушетии в Барсуках Минприроды и экологии республики с привлечением инвесторов проводятся работы по восстановлению моста через реку Сунжу с выходом к ФАТ-Кавказ. Реализация мероприятия позволит обеспечить безопасность от подтопления около 30 домов и приусадебных участков, а это более 200 человек. Такая же работа ведется на пойме реки в селе Тамаряне. В Сурхахах и частично в Сунже вывоз мусора, распил деревьев и другие очистительные и берегоукрепительные работы уже выполнены. В остальных районах их планируется завершить до конца апреля. По итогам осмотра объектов премьер подчеркнул необходимость своевременного завершения противопаводковых мероприятий.